Алиса Кокоева, автор ряда персональных фотопроектов в России и за рубежом, считает себя лучшим фотографом в Осетии, не хочет стареть. Есть парочка претензий к Богу. Считаете ли вы себя примером для подражания? Ой, нет, конечно. Я себя хорошо знаю, в последнее время еще лучше узнаю. Не надо, не стоит. Снять свадьбу за большие деньги или крутой фотопроект бесплатно? Конечно, второе. Потому что свадьбу снять может кто угодно. А крутой фотопроект сделать — это сложно, это задача, это вызов. И, собственно, я и делаю их бесплатно, практически все, поэтому ничего нового. Что делать, когда навязывают чужое мнение? Но мудрый человек же должен встать и уйти, а я доказываю, что это неправильное мнение. Оказавшись перед Богом, что сказали бы ему? Вообще у меня к нему очень много вопросов. Так бы мы быстро с ним не поговорили. Он уж как-то уже очень сторонний наблюдатель. Вот, как будто он совсем не вмешивается в нашу жизнь там, где нам нужно его вмешательство. Казалось бы, почему он нам дает столько свободы выбора? Мы же потом от этого страдаем. Как вы относитесь к смертной казни? Бывает же, по-человечески ты бы многих убила. Есть за что. Но, наверное, это все-таки не твое это дело решать, кому жить, а кому нет. Хотя многие этой смерти очень заслуживают. Вот именно жестокого акта публичной казни. Вот так. Как вы воспринимаете критику в свой адрес? Бой болезненно, я же человек закомплексованный, неуверенный в себе. Вот как Мадонна сказала, если там 1000 человек тебя хвалит, а один нет, то ты запоминаешь этого одного. Вот у меня то же самое. Я вот это одно слово, оно просто врезается в мое сознание, даже если до этого было 1000 хвалебных. И мне кажется, вот кто-то это прям понимает и намеренно мне портит настроение. Самый оригинальный подарок, который вы когда-либо получали? Последний день рождения. Это было прикольно. Мои друзья мне устроили такой квест по проспекту в стиле «Алиса в стране чудес». Они меня поджидали в костюмированных каких-то костюмах. Я не знала ничего, потом мне завязали глаза. Уже был вечер, даже ближе к ночи. Отвели в парк с завязанными глазами. Вот эта беседка, которая на пруду, была украшена в стиле таких американских сериалов. И тут бац, музыка, они развязывают глаза, там куча людей. Я обалдела, это было очень приятно. Эмоции, конечно, это вот бесценно. Вы считаете себя лучшим фотографом в Осетии? Да. То, что я делаю, уникально. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Конечно. А когда женщине нравится мужчине, эта дружба только крепче. Опишите, какой вы видите свою жизнь через 20 лет. Я надеюсь, меня уже не будет. Но я не хочу еще 20 лет жить. Я очень надеялась, что до 30 соскочу. Но не знаю, я не представляю себя. Я даже не хочу представлять себя через 20. Я не хочу быть 50-летней. Что бы вы предложили попробовать сделать каждому? Преодолеть себя в чем-то, что тебе действительно очень нужно. Не сделать чего-то, что тебе очень хочется, а потом через какое-то время отпустить себя и сделать.